эфире телеканала «Итоги дня», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. В начале выпуска об основных темах. Экс-директор Укравтодора Якутии получил 12 лет колонии за взятки на 19 миллионов рублей. Ему помогали дочь и подчиненные, которые также признаны виновными. В Ленске из-за серии актов вандализма закрыты все теплые остановочные павильоны. Узнаем о причинах проблемы. Оступиться легко, тем более в период весенней распутицы. Якутск встречает весну по-своему. Каждый шаг может обернуться травмой. Но как ее избежать? Современные подходы в терапии обсудили онкологи Якутии. В столице региона состоялась межрегиональная конференция. Юбилей своего предприятия празднуют работники и ветераны водоканала. 85 лет со дня основания в республике. Бывший генеральный директор Укравтодора Якутии приговорен к 12 годам колонии строгого режима и штрафу в 55 миллионов 845 тысяч рублей за серию коррупционных преступлений. Суд установил, что он получил взятки на общую сумму свыше 14 миллионов рублей от подрядчиков дорожного строительства. Деньги передавались лично и через посредника, его дочь, а также совершил покушение на получение еще 4,5 миллионов рублей через подчиненного. Якутский городской суд признал экс-руководителя виновным в 13 эпизодах взяточничества за беспрепятственную приемку и оплату работ по госконтрактам. Его дочь, участвовавшая в 7 эпизодах посредничества, получила 7 лет и 6 месяцев колонии общего режима со штрафом в 20 миллионов 230 тысяч рублей. А подчиненный начальник отдела Укравтодора, активно способствовавший расследованию, оштрафован на 2 миллиона 700 тысяч рублей. Суд также наложил аресты на имущество осужденных для обеспечения выплат. В суде установлено, что в период с 20 по 23 годы бывший генеральный директор Управления автомобильных дорог Республики Саха-Якутия лично и через посредника в лице его дочери получил от руководителей подрядных организаций взятки в крупном и особо крупном размерах за общее покровительство и совершение действий, входящих в его должностные полномочия при заключении и реализации государственных контрактов по реконструкции автомобильных дорог республиканского значения. Незаконные денежные вознаграждения перечислялись под видом оплаты выполненных работ по фиктивным договорам на банковский счет фирмы, фактическим руководителем которого являлась дочь осужденного, а также на иные счета на общую сумму более 14 миллионов рублей. Также в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан начальник отдела эксплуатации автомобильных дорог Управления автомобильных дорог Республики, действовавший по поручению бывшего руководителя учреждения при покушении в получении для передачи последнему взятки от директора подрядной организации в размере более 4 миллионов 400 тысяч рублей. Экс-руководители учреждения и его дочь, являющиеся посредником при получении взяток, вину не признали. Посредник, задержанный с поличным, вину признал в полном объеме. Весна идет, весне дорогу, правда, омрачает приход тепла, что эта дорога всегда устлана или льдом, или лужами, в случае Якутска и тем и другим. Как встретить весну без травмы, что делать, если переломов и ушибов избежать не удалось, узнавал наш корреспондент. Снег соседствует с лужами, а это значит, что в Якутск пришла весна. Улицы, конечно, убирают, но успевать за капризами погоды коммунальщикам удается не всегда. Результат известный. Наледи можно найти в любой части столицы. Один неаккуратный шаг, и ты оказываешься на земле в позе звезды. Не легче приходится автолюбителям. Каждую весну якутская госавтоинспекция регистрирует увеличение количества аварий. Не дальше, чем вчера, на улице Дзержинского столкнулись 3 машины. А причины всему – вездесущий гололед. 20-летний водитель, не справившись с управлением, следуя со стороны улицы Пояркова, совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Honda Fit, затем с автомобилем Toyota Wish. В результате происшествия водитель Honda Fit и его пассажир, а также 2 пассажира с автомобиля Toyota Alex получили травмы. Участникам ДТП, как и самым невезучим пешеходам, путь заказан в травмпункт. В марте у врачей прибавилось работы. Пусть медики привыкли к такой сезонности, они все же призывают быть аккуратнее на улицах. С приходом гололедицы стало обращений больше, чем обычно, конечно. Чаще всего обращаются с травмами верхних и нижних конечностей, там переломы, растяжения, ушибы. Главное, не спеша перейти дорогу, оглядываться, смотреть по сторонам,
смотреть, куда наступать. Если из борьбы с гололедом вы вышли проигравшим, да еще и с увечьями, то по закону имеете право на компенсацию. Чтобы вернуть потраченные не по своему желанию средства, нужно обратиться в организацию, по вине которой вы потерпели фиаско на льду. Как правило, это или УК, или местная администрация. Не забудьте сохранить все чеки за лекарства и выписки из травмпункта или скорой помощи. Не лишним будет зафиксировать место падения и найти свидетелей. Направьте претензию с документами в организацию. Если ответа не поступило, можно смело обращаться в суд. Рассчитывать на компенсацию стоит, если с момента травмы прошло не более 3 лет. Особенно внимательными нужно быть родителям. Будет кстати напомнить чадам правила дорожного движения. Тогда долгожданные весенние каникулы пройдут без лишних забот. Эржена Гармаева, Айлита Махно, Якутск. В связи с установлением теплых погодных условий, влияющих на прочность ледового покрытия, ввели ограничения грузоподъемности на ледовых переправах. С 27 марта проезд по ледовым переправам разрешен только для транспортных средств массой не более 30 тонн. Принятые меры направлены на обеспечение безопасности дорожного движения и предотвращение чрезвычайных происшествий в период активного таяния льда. Соблюдение установленной грузоподъемности является обязательным для всех водителей и перевозчиков. Также в период межсезонья в Якутии будет организовано регулярное пассажирское сообщение на судах на воздушных подушках и аэроботах. На маршруте Якутск-станция Намыв, Нижний Бестях ежедневно будут курсировать до 30 единиц техники марок «Хивус» и «Тайфун». Перевозки начнутся сразу после закрытия ледовых переправ и продлятся до открытия летней навигации. Для комфорта пассажиров на станции Намыв в 204-м микрорайоне столицы оборудован современный пункт ожидания с освещением, видеонаблюдением и специальными пандусами для посадки. По данным Минтранс региона, аналогичные перевозки также будут запущены на реках Алдан и Вилюй, а также на переправе Кангалас и Сотинцы. Ну а в Нерюнгре с наступлением весны начинается самый активный период по очистке от снега. Несмотря на то, что в течение всей зимы велись работы, каждый весенний снегопад ставит перед дорожными службами новые задачи. Работа идет без выходных. В период оттепелей важно оперативно убрать снег, пока он не превратился в потоки талой воды, а затем не замерз, образовав ледяную корку. Особенно сложно приходится в жилых кварталах. Здесь нужно не только расчистить дворы, но и грамотно организовать вывоз снежных валов, скопившихся вдоль дорог за долгую зиму. Ежедневно на улицах города Нерюнгри задействовано 8 единиц техники. Данная техника работает на внутриквартальных проездах. Работы проводятся круглосуточно. Буквально неделю назад ночью активно расчищались центральные улицы, чтобы не создавать помехи для движения транспортных средств. На данный момент спецтехника работает в квартале ГЕ и квартале А. По окончанию работ на этих кварталах планируется перейти на следующие квартала. По утверждению графика механизированной снегоочистки на внутриквартальных проездах вся информация направляется в управляющие компании и в ТСЖ. Также размещается информация в соцсетях. Просим жителей города Нерюнгри заблаговременно убирать автомобили на проездах и дворовых территориях для качественно выполненных работ. В Ленске из-за серии актов вандализма закрыты все теплые остановочные павильоны. Случаи порчи имущества в последнее время участились, несмотря на ряд принятых властями города мер. Подростков не останавливают ни камеры видеонаблюдения, ни ограниченное время работы павильонов. Случаи вандализма с появлением в городе теплых остановочных павильонов не прекращаются. Подростки громят один за другим. Выбивают стекла, отрывают двери, ломают замки, лавочки, разбивают камеры видеонаблюдения и даже демонтируют потолки и стены. С 2023 года мы стали устанавливать теплые остановочные павильоны. Конечно, задумка была, да, что это будет благо в первую очередь для жителей, которые стоят, ждут автобусы, с которыми иногда возникают проблемы исхода с линий. И приходится там не по графику, а дольше ждать. Но, как правило, эти остановки стали местом сбора молодежи, актом вандализма. У нас автоматические замки магнитные, которые закрываются в 8 часов. Молодежь либо остаются там, открывают друзьям и все заходят, либо просто отрывают эти магнитные замки, там по нескольку человек, упираясь в дверь, да, снаружи и снутри, и просто отрывают их.
Из-за участившихся случаев вандализма теплые остановочные павильоны были с недавних пор и вовсе закрыты. Страдают от этого горожане. Сегодня снова им приходится ожидать автобус на улице. Радость была недолгой. Благо, удалось зиму пережить. Администрация города обратилась в правоохранительные органы с требованием привлечь виновных к ответственности. По всем у нас выявлены нарушители. Мы информацию передаем в полицию. В первую очередь, конечно, это для привлечения при установлении личности и законных представителей, для привлечения их к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, как это звучит в статье 535 Административного кодекса. Комиссия по делам несовершеннолетних их рассматривает, как правило, в рамках рассмотрения этой комиссии. Ну и, конечно, ведем претензионную работу по взысканию тех денег, которые мы тратим на восстановление. Студенты Ленского технологического техникума записали ролик, в котором они обращаются к юным вандалам с призывом бережно относиться к городскому имуществу. Запустили его в соцсетях. Ребята надеются, что их обязательно услышат. Через пару лет я буду строить точно такие же остановки. Или ремонтировать их, если кто-то не умеет ценить чужую работу. Сейчас я студентка техникума, скоро специалист. Не заставляй меня краснеть за свой город еще на этапе учебы. Будь человеком, не ломай. Созидай, а не разрушай. Теплые остановки будут открыты после ремонта. Режим работы будет зависеть от графика работы предпринимателей, арендующих павильон. А закончить хочется словами ребят, опубликовавших серию роликов. Давайте не будем заставлять городские власти тратить деньги на ремонт того, что должно работать. Сохранить это всегда сложнее, чем разрушить. Но именно это и отличает нормальных людей от вандалов. Золотые слова, и пусть они будут услышаны. Светлана Малеева, Виталий Андреев, Ленск. В Якутск поступили вакцины против пастереллеза. Проведение вакцинации начнется с 28 марта. Это сообщает Управление ветеринарной службы региона. Вакцинация будет проводиться бесплатно. Также важно зарегистрировать каждое сельскохозяйственное животное в компоненте «Кариот» системы ВГИС и ВИТКИС, а домашних животных в системе «Все звери». Это позволит оперативно отслеживать эпизоотическую ситуацию и принимать необходимые меры. Круглосуточно свою работу ведет и горячая линия по номеру 508-766. Космос стал ближе. В Якутию прибыл летчик-космонавт, герой России, лектор общества знаний Андрей Борисенко. Он участник 2 экспедиций на МКС, провел на орбите около 340 суток и стал 200-м космонавтом, побывавшим в космосе. Встреча с молодежью республики состоялась в рамках межнационального молодежного форума «Импульс-2026». Андрей Борисенко рассказал о пути в профессию, работе на орбите и жизни в невесомости. Школьники и студенты задавали десятки вопросов от космического быта до подготовки к полету. В завершении он призвал ребят верить в себя, не бояться высоких целей и настойчиво идти к своей мечте. Восприятие профессии космонавта, к сожалению, иногда опирается на ту информацию, которая была давным-давно. Из тюбиков, например, космонавты уже давным-давно не едят, уже лет 20, наверное, 25 как-то. И вообще почему-то думают, что космический корабль – это что-то такое маленькое, очень компактное, и там негде повернуться, и всегда друг от друга весь экипаж на глазах. А это давным-давно уже не так. Потому что если Международную космическую станцию взять и мысленно приземлить на Землю, то она займет всю Красную площадь в Москве. В молодежном центре «Патриот» прошла экскурсия для делегации Комитета Государственной Думы России по физической культуре и спорту. Гостям представили возможности центра и рассказали о развитии молодежной среды. Центр был создан при поддержке федеральной субсидии. Сегодня здесь создаются условия для самореализации молодежи и разработки собственных проектов. Делегация ознакомилась с работой площадок и проводимой деятельностью. Одним из ключевых направлений работы центра остается патриотическое воспитание молодежи. Это отметил председатель Комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту Олег Матыцин. Я очень благодарен, что с коллегами нам сегодня такая предоставлена возможность познакомиться с деятельностью центра «Патриот». При первом посещении, как только входишь, чувствуешь такую молодежную, творческую, креативную энергию. Очень важно, что здесь в качестве преподавателей и воспитателей выступают бойцы, которые вернулись с зоны специальной военной операции. Они передают жизненный свой опыт, воспитывают ребят на героических подвигах.
В столице республики стартовали военно-спортивные соревнования «Путь воина». Масштабное мероприятие собрало 10 сильнейших команд из разных уголков республики, которые выиграли отборочный муниципальный этап. На торжественном открытии турнира побывала и наша съемочная группа. Построение, парад, равняйсь, смирно, вынесение знамени, приветственное слово и старт соревнований дан. Республиканский турнир «Путь воина» – это отбор на всероссийский уровень. Лучшие представят Якутию уже за пределами региона. Среди участников – школьники из Якутска и районов республики. В каждой команде по 10 человек и четкое распределение ролей. Командир, снайпер, оператор БПЛА, санитар, стрелки и сапер. В роль сапера входит метание крюка кошки. Подготовка проходила усердно. Почти каждый день мы тренировались, оттачивая все этапы. Наиболее сложным этапом, скорее всего, будет тропа воина, потому что там все-таки рукоход, это на выносливость. Ну и он предпоследний все-таки этап. Я в нашей команде оператор БПЛА. Для меня наиболее сложным этапом является бег, остальное все легко. Самым легким этапом я считаю БПЛА. Ну, как я вижу, наши соперники такие, как и мы. Но они там останавливаются при беге, и все. Остальное у них хорошо получается. И метание этого, кошки там у них сложно получается. В программе 8 этапов. От первой помощи до стрельбы из пневматической винтовки. Почти везде жесткий лимит времени. Ошибки стоят дорого, а значит, нужна максимальная концентрация. Основной критерием оценивания является это, правильное техническое выполнение любого упражнения. Но за ошибки дается, плюс 1 минута на финишное время. Эти соревнования дают, конечно, это самое главное, это физическое развитие, выносливость, силу показывают ребята, да? Ну и самое главное, это сплоченность показывают. В финале команды встретятся в военно-тактической игре в формате лазертага. Все участники получат сертификаты с рекомендацией в Центр воин, а победители – путевку на всероссийский этап. Даяна Федорова, Семен Семенов, Якутск. Юбилей своего предприятия празднуют работники и ветераны водоканала. 85 лет со дня основания в Якутии. На протяжении этого времени и по сей день сотрудники предприятия трудятся над водоснабжением чистой водой жителей не только столицы, но и других муниципальных образований. Кроме того, они обслуживают канализации, занимаются водоотведением и очисткой вод. Эта дата также совпала с юбилеем первого наркома ЖКХ Андреева Анания Кононовича, идеи которого вошли в основу системы водоснабжения и отведения Якутска. На торжественном мероприятии были награждены 36 ветеранов, работников водоканала за их труд и вклад в развитие предприятия. Многотысячный коллектив акционерного общества «Водоканал» сейчас на самом деле делает очень много работы. Хотелось бы, конечно, поблагодарить ветеранов отрасли, ветеранов предприятий, которые начинали большие проекты, такие как строительство новой водозаборной станции города Якутска, водоочистной. Сегодня акционерным обществом «Водоканал» эксплуатируется более 200 километров сетей водоснабжения, порядка 300 километров сетей водоотведения, ну и ряд других объектов, которые эксплуатируются нашим предприятием. Онкологи обсудили современные методы лечения, результаты сложнейших операций. Столица региона собрала специалистов со всей Якутии. За ходом конференции могли наблюдать онкологи из других регионов. Подробности далее. Онкодиспансер стал местом притяжения для онкологов со всей Якутии. 120 врачей, преподавателей и студентов собрались на межрегиональную научно-практическую конференцию, посвященную 80-летию Татьяны Мигалкиной. Ветеран онкологической службы много лет стояла у руля хирургического отделения. Она была учителем для многих врачей-онкологов. Татьяна Афанасьевна внедряла в работу уникальные современные методики лечения. На ее счету более 1000 сложнейших операций. Оперировала, владела всеми видами операций на всех органах, да, и мы ее ученики отдаем дань, уважение, памяти ее.
И эта конференция, она посвящена вопросам лечения злокачественных новообразований и хирургического лечения, противоопухолевого лекарственного лечения. Программа мероприятия включала мастер-классы в операционных по удалению злокачественных опухолей, обсуждение современных подходов в терапии и результаты лечения сложных случаев. Для удобства участников конференция прошла по двум направлениям – хирургическое вмешательство и медикаментозное лечение. Мастер-классы провели ведущие врачи Московского клинического научного центра. Сегодня в различных операционных по различным направлениям демонстрируются мастер-классы. Это и опухоли головы и шеи из этого раздела, и абдоминальной онкологии, хирургии молочной железы. То есть, в принципе, все направления, которые есть в хирургической онкологии, они все демонстрируются сегодня. Я думаю, что это очень полезно. И, может быть, даже не все слушатели, естественно, будут это как-то делать в своих операционных. Конференция стала площадкой для обмена мнениями, а доклады онкологов помогут в решении сложных случаев. Вероника Таюрская, Артумен Наговицын, Якутск. В Якутии стартует второй республиканский конкурс «Медицина будущего». Масштабное событие для школьников 9-11 классов, организованное Минздравом региона. Его цель – разжечь интерес к естественным наукам и медицине, выявить талантливых и мотивированных ребят и помочь им с профессиональной ориентацией перед поступлением в медицинские вузы. Заявки подали более 300 школьников, среди них представители 12 районов. Тестирование успешно прошли 220 конкурсантов. По результатам 30 попали в финал конкурса. Участие дает школьникам возможность получить дополнительные баллы к результатам ЕГЭ, которые будут учитываться в качестве индивидуальных достижений при поступлении на обучение по целевой квоте. В этом году у нас больше конкурсантов. В прошлом году было 187 ребят. И в этом году 300 ребят, которые участвуют в нашем конкурсе. Ребята со всех уголков нашей республики. И сегодня ребята должны представить свои работы. Мы видим заинтересованность в глазах наших будущих коллег. И я думаю, что победит сильнейший. Нам до этого рассказали, как будет все это, в принципе, проходить. Дальше пришли именно организаторы, люди, которые все организовали, пожелали нам удачи, рассказали немного тому, как будет проходить все это мероприятие. И прямо сейчас у нас идет основной этап, когда мы именно создаем проекты, чтобы потом представить их жюри. В национальном приложении МАКС можно получить социальные услуги. Через специальные чат-боты можно записаться на прием к врачу, передать показания счетчиков, подать заявление на предоставление субсидий и многое другое. Еще одно преимущество мессенджера – предъявление документов в цифровом варианте. Для этого необходимо наличие цифрового ID. Чтобы его создать, нужно перейти в свой профиль, далее нажать на кнопку «Создать цифровой ID» и авторизоваться через госуслуги, после чего нужно подтвердить согласие на обработку данных. Документы будут в МАКСе в цифровом варианте. Приложение МАКС удобно тем, что наши наниматели пользуются всеми государственными услугами для того, чтобы пользоваться ими. И, конечно же, и не только наши наниматели пользуются, и члены нанимателей тоже. Да? Поэтому, в общем, оценка приложения МАКС отличная. Очень удобно именно для людей с ограниченными возможностями. В Якутском музыкальном колледже проходит 11-й республиканский детский конкурс исполнителей на хомусе, посвященный памяти Николая Шишигина. Участники из разных улусов республики соревнуются в сольном и групповом мастерстве в 3 возрастных категориях. Организаторы отмечают, что конкурс не только популяризирует хомус как культурный бренд региона и сохраняет народные традиции, но и несет оздоровительный эффект, укрепляя дыхательную систему и психологическое состояние юных исполнителей. По положению дети должны играть на традиционных приемах, используя традиционные приемы. Но в этом году чуть-чуть изменения есть в 3-й возрастной категории. Это с 9 по 11 классы. Они исполняют 2 композиции. Первая – это традиционная, вторая – они исполняют в импровизационном стиле. Могут современные стили играть или какие-то свои нововведения показать членам жюри. К этому часу это все новости. Таким увидели этот день наши корреспонденты. Мы продолжаем следить за развитием событий. Ну а я с вами на этом прощаюсь. До встречи в эфире и хороших выходных.